композитор, выпускник нашей школы Рашид Фагимович Калимулин. Мы начинаем нашу концертную программу с выступления учащихся преподавателей детской музыкальной школы. Фантазии на татарские народные темы исполняет ансамбль гармонистов, руководитель заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Шамгунов Шамиль Саифович. Музыка Рашида Калимулина, пьеса называется «В цирке». Исполняет София Салахудинова, класс преподавателя Галиевой Рамзии Акзаевны.
Романа Семеновича, класс преподавателя Бенько Юрия Владимировича, концертмейстер Бенько Ирина Дмитриевна. Браво! Гладков. «Луч солнца золотого». Музыка из мультфильма «По следам бременских музыкантов». Исполняет Матвей Макаров, класс преподавателя Митиной Алены Сергеевны, концертмейстер Гамыляева Оксана Владимировна.
программу продолжают преподаватели детской музыкальной школы. Фил Вудс, соната, первая часть. Исполняет Алена Нитина, партия фортепиано Альбина Каштанова. Векерлин, три Лендлера, эльзасские вальсы. Исполняет фортепианный дуэт Илья Кондратьева, Ольга Кривоносова.
музыка Макс Макарова, слова Хасан Туфана. Киек Козлар. Исполняет Йылдыз Шамгунова, концертмейстер, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Шамиль Шамгунов. Сейчас для вас прозвучит обработка татарской народной песни «Эпипе». Исполняет Екатерина Хуснудинова.
Исполняет Йылдыз Шамгунова, концертмейстер Шамиль Шамгунов. Фарид Ярулин, вальс из балета «Шураве». Исполняет фортепианный дуэт Рамзия Галиева, Роза Яхина.
Завершился первый блок нашей концертной программы, в которой выступали учащиеся и преподаватели детской музыкальной школы, а продолжает программу музыканты из Казани. И программу будет представлять наш почетный гость, председатель правления Союза композиторов России, председатель Союза композиторов Республики Татарстан, народный артист Российской Федерации и Республики Татарстан, композитор, выпускник нашей школы Рашид Фагимович Калимулин. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Действительно, всегда приятно, когда начинается новый учебный год. Это как новая жизнь. Новая музыка, новые состояния. И вот сегодняшний концерт уже в стенах музыкальной школы. Мы хотим представить сочинение Салиха Сайдашева. Он считается первым профессиональным композитором, основоположником татарской музыки. Я в свое время помню, у него есть такая песня «Адрян Лингас», «Адриатическое море». И вот я уже, когда стал взрослым и так далее, вот я купаюсь в водах этого моря и вспоминаю Салиха Сайдашева. А каким образом он написал? Он же никогда там не был. Вот, то есть человеческий разум, человеческий ум, он может улететь далеко-далеко. И как сегодня мы также можем послушать эту арию Гульсум из музыкальной драмы «Наемщик». Исполняет солистка Казанской филармонии, я уже говорил, прекрасная Гульнара Байназарова, сопрано, а парту фортепиано исполняет Асу Абдуллина, наш композитор.
Понимаете, такие прекрасные песни создавали наши композиторы, которых сейчас уже нет, да? Их нет, но осталось их творчество. Вот. И Мансур Музафаров, я помню, первый раз вошел в кабинет композиции, на первом курсе вошел в храм искусства, и висит портрет Мансура Музафарова. Это в композиторском классе. И тогда для меня это было очень большое впечатление. Но вот сегодня тоже его песня по ягоде тоже, мне кажется, будет не грех еще раз исполнить эту песню, поскольку она тоже сегодня произвела тоже неизгладимое впечатление. И было пожелание публики, а нельзя ли послушать еще раз. Поэтому мы предлагаем вам, уважаемые наши прекрасные дамы, исполнить эту песню «По ягоде» Мансур Музафаров. Сегодня вы уже слышали пьесу «Прогулки по родному городу». Ну вот у Рашида Калимуллина тоже есть пьеса, называется «В ритмах города». Она написана для кларнета, виолончели и фортепиано. Эта пьеса, может быть, даже мы в Зеленодольске играли мы ее или нет? Вот, оказывается, мы даже ее играли уже когда-то. Но, в принципе, она игралась во многих странах, включая Австралию, даже Новую Зеландию, Латинской Америке, ну, естественно, в Москве тоже. Вот. И сейчас у вас есть возможность послушать эту пьесу, но только уже новым составом. Алсу Абдуллина, Ильяс Камал виолончель, Дамир Батталов кларнет. Послушаем.
Хорошо сыграли. Очень хорошо. Называется «Песни без слов». А вот после «Песни без слов» я бы хотела... А может быть, ты пьесу вы уже играли сегодня, прогулки по родному городу? А может быть, ты что-то соло потом сыграешь свое? Попросим? Сейчас будет соло, а потом будет «Песни без слов». Договорились? Что ты будешь играть? Татарскую фантазию джазовую. Джазовые фантазии татарские. Послушай.
послушать Алсу, да, и вот как бы не только в стенах музыкальной школы, она еще работает в Заслубе, в Казани. Вот можете приехать, отдохнуть, послушать музыку. Вот мы с Алсу тоже часто приглашаем в Москву, она принимает участие в наших концертах тоже. Вот. И те люди, которые приходят, особенно в первый раз, всегда немножко, так сказать, шокированы вот ее виртуозностью, грамотным исполнением джаза. Вот. А я вот дружу с Анатолием Кроллом, со многими известными джазовыми музыкантами, но я хочу сказать, что Алсу Абдульна она наша, и ничем она не уступает, а где-то даже наоборот. Еще раз похлопаем. Ну а теперь Ильяс Камал, песня без слов для скрипки и фортепиано. Исполняет Азат Нургаянов и Алсу Абдуллина.
написать очень душевные пьесы. И вот Ильяс один из тех композиторов, который умеет это делать. Поэтому я предлагаю еще раз похлопать. Ну а теперь прозвучит вальс-поэма Рената Еникеева для флейты и фортепиано. Екатерина Холмогорова и Алсу Абдуллина исполнит эту пьесу. Ну, хотелось бы сказать, что Ренат Еникеев был тоже таким душевным композитором. Вот в свое время они много ездили по республике в одной бригаде с Ильгамом Шакировым, где он аккомпанировал на рояле. Вот. И он был такой вот пижон, весь из себя красивый, девушки его любили. Вот. И, соответственно, была музыка. Музыка была очень красивая, которая умела притягивать, умела влюблять. Ну вот, а сейчас вы послушайте вальс-поэма для флейты и фортепиано. Приближается к концу наш концерт, но прежде я хотел бы сказать, что Ренат Еникеев действительно был такой, ну, вообще плеяда была очень талантливых композиторов. Ренат Еникеев, Василий Ахметов, Мирсаид Ярулин, Бату Муляков. Это вот, дети войны, их можно сказать, те композиторы, которые проявили себя в послевоенное время,
в 60-е, в 70-е годы. Ренат Аникеев сейчас уже тоже с нами нет. Вот мы жили с ним по соседству. В Казани есть улица Достоевского и Вишневского. Вот мой дом был угловой, а его через дом мы жили с ним. Вот он любил гулять пешком, любил поэзию, любил такую чистую музыку.